там неолитические памятники были обнаружены археологами. Там заповедная зона, это Аргунский историко-архитектурный заповедник. Это многочисленные чеченские архитектурные памятники. И вот когда чеченцы стали приезжать в верховье Чеберлоя, шлагбаум, знаете, где поставили? Еще не доезжая до казино Ама, поставили шлагбаум. То есть территория Хиндуя как бы была передана под распоряжение полигона, связанного с дагестанскими военными, а территория вокруг нее была огорожена на значительном радиусе километража, потому что если это полигон, то будут летать снаряды, танковые снаряды, пули и так далее. Значит, должна быть зона безопасности. И под эту зону безопасности фактически пошел весь верхний Чеберлой. И все бы ничего, если бы потом еще и не выяснилось, что коммерческие организации на территории Республики Дагестан ждали того момента, когда юридически оформится передача этих земель якобы военным, чтобы они передали эти территории под субаренду для обслуживания гражданских интересов выходцев Республики Дагестан. Чеченцы делали вам такое? До того, что происходило в Шелковском районе, тоже 2000-е годы, когда произошел неравномерный, несимметричный обмен, когда речные пойменные земли, плодородные земли, были обменены на песчаники, то есть Шелковского района земли были обменены на песчаники на территории Дагестана. Когда это всплыло, договор был аннулирован. Это только то, что известно общественности за 2000-е годы. Таких примеров их огромная масса. И у нас получается юридически, вот, если посмотреть, что у нас по факту, и что у нас вот на уровне «он сказал», это блог, вот представляете себе, какая разница? Здесь административные, здесь государственные учреждения, органы, связанные с Республикой Дагестан. А здесь блогеры, там какие-то комментарии и прочее. То есть прекрасно понятно, что на воре и шапка горит, и вор первым кричит «держи вора». И вот после всех этих заявлений, после этих околотелых обвинений в адрес чеченцев, дальше этот товарищ переходит к властям, к военизированным структурам Чеченской Республики, обвиняет их в аффилированности с американским ФРС, обвиняет их в коллаборационизме, называет их пятой колонной, и после этого, обратите внимание, переходит к чеченским ученым, и представьте себе, начинает рассматривать чеченцев как хороших и плохих. То есть чеченцы, которые реагируют на вот эту грязь, на этот информационный шторм, которому мы подвергнуты в последнее время, если мы на это реагируем, то тот, кто на это реагирует, это плохой историк. А если этот историк молчит, если он не реагирует, да еще и более того, по вашим утверждениям, он взаимодействует и помогает вам, это очень интересное заявление, то такой историк – это хороший историк. А с чего вы вообще взяли, что кто-то позволит вам заниматься цензурой чеченской науки? Кто вас уполномочил определять, кто хороший, а кто плохой историк? Если рассматривать, кто занимается провокациями, кто занимается подлогами карт, переходить на факты, факты каким образом производятся? Это не кто-то мне там сказал и карты в конце книги. Это когда дискуссия происходит на научном уровне. То есть, если вы видите научное издание, и вас не устраивает то, что там написано, то в научной плоскости, научным языком вы говорите, вот некий утверждает, ссылаясь на то-то, 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 что было так-то, так-то, так-то. Мы с этим не согласны поскольку. И далее идет соответствующее в рамках научной дискуссии оппонирование. А вы пошли топорным путем. И в этом смысле, вот подытоживая наше выступление, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что человек этот, который сегодня очередное свое выступление которого очередное мы сегодня увидели, не является одиночкой. То есть этот человек это голос определенной группы людей, люди эти известные, но мы их не называем, которые имеют свой коммерческий и политический интерес, амбиции, скажем так.
Люди эти занимаются явными провокациями. Если обратиться к биографии вот человека, о котором мы сегодня изначально говорили, то в 1992 году он выступает против федеративного договора Дагестана с Российской Федерацией. В конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, это публичные материалы, доступные для всех, он выступает в качестве зазывалы, то есть он призывает деятелей, которые действовали на территории Чеченской Республики, чтобы они вторглись на территорию Республики Дагестана, что, впрочем, произошло и привело к очень плачевным последствиям КТО, которое не было отменено в Чеченской Республике вплоть до 2009 года. И несмотря на всю эту деятельность, после этого тот же человек, как ни в чем не бывало, появляется и действует и в общественных учреждениях, и в государственных учреждениях, в различных структурах Республики Дагестан, даже занимая высокие чиновничьи посты. То есть это определенно указывает на то, что человек этот старый кадровый провокатор, относящийся к группе людей, не представляющих национальные интересы, но представляющих собственные меркантильные интересы и преследующих политические амбиции для того, чтобы контролировать массу, влиять на нее, провоцировать ее негатив и управлять этим негативом, потому что только так, интеллектуально они способны только на это. Разжигать ненависть и управлять этой ненавистью, и, спекулируя на этом, добиваться чиновничьих постов, вместе с чиновничьими постами добиваться выхода к финансовым потокам и так далее и тому подобное. Слава Богу, мы это видим, мы это понимают наши друзья и среди аварцев, вообще среди народов Республики Дагестан. И что мы можем сказать? Этим людям, если бы они действительно были искренни в своей деятельности, следовало бы заняться проблемой канализации Махачкалы, которая выливается в Каспийское море. Рыба сгнила. Прибрежная зона абсолютно недопустима для купания, то есть скоро эта грязь она доберется до Избербаши, и эти замечательные зоны отдыха, даже они будут не благоприятны для отдыха, для досуга. А с ним бы следовало заняться темой дамбы, которую поставили на телеке, которая закрыла дорогу для нереста рыбы на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в СКФУ. Вот это по-братски, по-вашему. Кстати говоря, эта рыба, она, лишившись территории зоны нереста своей природной, мигрировала на побережье, южное побережье Каспийского моря в Иран. Значит, что еще? Следовало бы заняться вопросами мусоров в городах Дагестана. Следовало бы заняться вопросами самозахвата земель, придорожных земель при федеральных трассах. Хасавюрт – это нечто. Следовало бы заняться проблемой антисемитизма, которую мы наблюдаем сегодня в Дагестане. Аж в двигателях самолета в аэропорту Махачкалы ищут евреев. Вы извините, это очень странная картина, и мы ведь не обсуждаем все эти проблемы Республики Дагестан. Но вот дагестанские выходцы, как надзиратели, постоянно комментируют каждый шаг, все, что происходит в Чеченской Республике, и даже претендуют на то, чтобы стать цензорами чеченской науки. Этого не будет. Этого не будет. И еще раз повторяюсь, перед тем, как поднимать вопросы, кто занимается подделкой, кто занимается провокациями и прочим, имейте в виду, что если рассматривать вопрос вот в такой плоскости, то мы будем переходить к конкретным фактам, а вместе с этими фактами будем вот такой-то сделал то-то, такой-то сделал это и так далее. И вот вы говорите о том, что со стороны чеченцев производятся провокации, давление, какие-то манипуляции с картами и прочими. Вот один из представителей чеченской науки, аспирант, который пытается защитить свою кандидатскую работу. Он обращается к различным научным учреждениям разных регионов Российской Федерации. То есть ищет себе ведущую организацию для защиты. И с какой ситуацией он сталкивается? Ведущая организация смотрит работу и говорит: ваша тема так или иначе затрагивает интересы некоторых представителей Республики Дагестан. Соответственно, мы не хотим браться за это и выступать в качестве ведущей организации во избежание провокаций. Таких фактов их очень много. Таким образом, вот та часть, так называемой, как вы выразились, вернее, Дагестанской научной школы,
которая связана с вами, которая аффилирована с вами, голосом, которой вы являетесь, она давным-давно перестала быть научной общественностью, научной организацией. Она стала политической организацией. Политической организацией со своими агентами влияния за пределами Республики Дагестан, которые действительно занимаются лоббированием интересов или выполняют социальный заказ вашего круга. Мы это видим, мы этих людей тоже знаем. Поэтому всему свое время. На этом я заканчиваю свой комментарий. Всех благ.